Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости дня. Таможенная служба Республики Молдова информирует. День Европы и День Победы в Неспарень. Памятник поэту Димитру Матковски. В Камрадском офисе таможенной службы состоялась сессия, целью которой является информирование экономических агентов о сокращении количества документов для растормаживания. В таможенную службу были введены новшества, которые улучшат работу таможенного инспектората, таможенного брокера и экономического агента. О том, как будут реализованы новые правила, смотрите в нашем сюжете. Информационная сессия для экономических агентов на тему реформы в таможенной сфере и в секторе упрощения торговли состоялась в Камрадском офисе таможенной службы. Цель данной сессии – информирование экономических агентов о сокращении количества документов для растормаживания. Новшество, которое мы ввели в таможенную службу, первое новшество – это имплементирование таможенного тарифа, который представляет себе базу данных, который будет улучшать работу и таможенного инспектора, и таможенного брокера, и экономического агента. В двух словах я хочу сообщить вам, что представляет собой тариф. Это база данных, которая включает в себя код товара, наименование товара, разъяснение по каждому коду, разрешительный документ, как он называется, для данного кода товара и законодательство, где он предусмотрен и в каких случаях мы требуем его или на границе, или на внутреннем посту. Экономические агенты, присутствовавшие на информационной сессии, отметили, что надеются получить больше информации о новшествах, введенных в таможенную службу, что послужит руководством в разрешении некоторых трудностей, которые возникли у них во время оформления таможенных документов. Прочитала анонс данной информационной встречи, и есть у меня определенные вопросы и трудности, с которыми я ранее сталкивалась. Я надеюсь, что сейчас более облегчена процедура растамаживания товаров. И я думаю, что она будет полезна, данная встреча, для меня лично и для других экономических агентов. Кроме экономических агентов, в работе сессии приняли участие и брокеры. Экономические агенты должны знать, как они должны работать, какие у нас услуги, что наше государство предоставляет для экономических агентов, какие льготы, какие правила затамаживания. Это экономическому агенту обязательно знать для того, чтобы он мог работать и процветать в нашем государстве. Данная сессия проведена Таможенной службой Республики Молдова в партнерстве с программой ЮСАИД «Торговля, инвестиции и регулирование предпринимательской деятельности». Организаторы проводимых сессий сообщили, что около 300 импортеров, экспортеров, перевозчиков и таможенных брокеров приняли участие в их работе, которые, кроме Камрата, были проведены в Кишиневе, Бельцах и Унгенах. День Европы и День Победы отметили жители Неспарень. В честь этого события были организованы культурные мероприятия, которые проводятся ежегодно. Праздник символизирует мир и единство, напоминая каждому из нас, что мир нам достался ценой жизни погибших героев, которых мы чтим и помним. Подробнее по данной теме смотрите наш следующий сюжет. В Неспарень отметили День Европы и День Победы. Местные власти провели ряд культурных мероприятий у городского памятника павшим героям. Этот праздник для каждого из нас должен быть святым. Дату 9 мая нельзя забывать, потому что победа досталась слишком большой ценой. Это очень важный урок, ведь в войне погибли 54 миллиона человека. 54 миллиона Мы, потомки, кланяемся в ноги тем, кто оставил незабываемый след в нашей истории. Сегодня мы зажигаем свечу благодарности во имя героев, которые покоятся с миром в родной земле, и тех, кто остался навеки на чужбине. Всех тех, кто сражался, но не дожил до Дня Великой Победы. Также мы преклоняемся перед немногими героями, которые сегодня среди нас. Мы должны говорить вам спасибо каждый день. Давайте делать это всегда. În fiecare zi și să nu
ezităm să facem aceasta mereu. Chiar dacă timpul trece, amintirea acelor vremuri Время идет, а память тех лет осталась жива для всего человечества, для истории. Знаю, что наши деды, прадеды и даже отцы воевали за то, чтобы сохранить целостность своей страны. Они воевали во Второй мировой войне за нас, наших детей и внуков, для того, чтобы мы не узнали, что такое война, голод, беспокойство и страх. foamete, neliniște și frică. Мероприятие продолжилось священной службой. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, binecuvântat cel ce vine într-un numele Domnului, mărturisă Domnul că este bun. În viață este miela lui, nu voi muri și voi fi vieși și voi povesti lucrurile Domnului. Piatra pe care n-a băgat de turi, aceasta în capul unghiului de la Domnul să facă aceasta. Și minunată este într ochii noștri. День Европы отмечается ежегодно 9 мая. Это европейский праздник мира и единства. Конституцию Республики Молдова перевели на гагаузский язык. Проект был реализован при поддержке Европейского Союза в рамках программы «Поддержка Конституционного суда Республики Молдова». Издание впервые представили общественности в Конституционном суде страны, где во вторник, 10 мая, с экскурсией побывали учащиеся 12 классов из гагаузской автономии. За последние 3 дня таможенные инспекторы Кагула и Джорджулешт предотвратили 4 попытки контрабанды сигарет и конфисковали партию марихуаны. Гражданин Молдовы пытался вывести из страны более 3000 сигарет, спрятав их в запасном колесе автомобиля. Молодых жителей гагаузской автономии будут учить снимать и монтировать фильмы. Это станет возможным в рамках одного из проектов Национального совета молодежи Молдовы. В пресс-релизе организация предлагает всем желающим интересно и с пользой провести 5 летних дней. С 10 по 28 мая молодые люди в возрасте от 16 до 22 лет могут записаться на курсы школы кинематографии, целью которых является углубление межкультурного диалога и межэтнической толерантности. Уроженец села Кангас покончил с собой, перерезав себе горло. Трагедия произошла во вторник, 10 мая. Приехавший к родителям в гости в село Кангас, житель молдавской столицы 1973 года рождения, неожиданно решил свести счеты с жизнью. Тело погибшего нашли родственники на чердаке жилого дома. Врачи констатировали факт суицида. Причины, толкнувшие мужчину на самоубийство, выясняются. В селе Вадул-Рашков был возведен памятник великому поэту, ушедшему из жизни 3 года назад. Речь идет о поэте Думитру Матковски. Родные и близкие поэта вознесли монумент своими силами, так как обещания правительства не были исполнены. Подробнее далее. Через 3 года после кончины великого поэта Думитру Матковски на его могиле в селе Вадул-Рашков района Шолденешт был установлен памятник в форме Святого Креста и орехового дерева с книгой. Скульптуру создал Серджио Крижановский из города Сорока, тем самым исполнив мечту поэта. На похоронах Думитру Матковски Юрий Лянко, который на тот момент являлся премьером, обещал, что правительство проявит участие в установлении памятника на родине поэта. Однако его еще не создали, поэтому родные и близкие Думитру Матковски вознесли монумент своими силами. В этом году исполняются 3 года с тех пор, как умер Матковский. Мне удалось создать эскиз, который воплощает в себе все желания поэта, чтобы его защищал ореховый лист. Это могла бы быть и липа, но орех для Матковски был национальным деревом. Далее книга. Мы оба посвящали себя книгам. Я доктор филологических наук, а он писатель и академик. Поэтому была выбрана эта форма, тем более, что у моих родителей тоже есть памятник в виде книги, который мы сделали вместе с Думитру в Косауце, и он как-то сказал мне, что ему бы тоже хотелось иметь памятник в форме открытой книги. На обеих страницах книги написаны стихи поэта, в которых выражается его вера. Вот здесь на первой странице написано «Ушел носитель имени, вечная ему память». Я все еще жива, но всегда есть и буду рядом с ним. Этому посвящается 2-я страница. Здесь же в Вадул-Рашков мы отмечали золотую свадьбу, и поэтому и я должна быть здесь, рядом с ним. Его желанием было, чтобы на надгробном косаутском камне было написано одно единственное слово
слово «бедный». Наверное, люди бы этого не поняли, поэтому я написала эпитафию целиком. Памятник был установлен рядом с могилами родителей, ведь во многих своих стихах он писал о том, как сильно ему бы хотелось быть рядом с ними в родном селе Вадул-Рашков. Я постаралась исполнить все его желания. Хочу поблагодарить его семью, сестру Валентину и племянницу Думитру Стелу. Они мне очень помогли. Здесь в селе почти никого не зная, я, наверное, не смогла бы установить этот памятник. Iată, exprimă acest cuvânt săracul, de ce anume săracul. Так как памятник был установлен недавно, родственники осветили его в день поминовения усопших. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.mt. До встречи в эфире.